Полгода стаж водительский. Автомобиль кому принадлежит? Нет. Скорость движения была перед наездом на препятствие какая? 190 км в час. Сколько? 90-100 км в час. 90-100 км в час. А максимальная скорость в городе какая разрешенная? 90 км в час. Сколько? 80. В городе? Очень интересно, как вы на права сдавали. Максимальная разрешенность в городе в населенном пункте 60 км в час. Никак не 80. Открываем правила дорожного движения и читаем. В населенном пункте разрешено движение со скоростью не более 60 км в час. Понятно? Объясните, пожалуйста, белый день, сухой асфальт. ДТП как произошло? Как получилось, не придумал. Как Я получилось? нажимал на газ. Не подумали, когда что? Нажимал на газ. Не подумали, когда нажимали на газ. Пассажир в тяжелейшем состоянии? Что? Пассажир, говорю, у вас в тяжелейшем состоянии, в скорой? В тяжелейшем состоянии. Об ответственности вам известно в случае тяжких телесных повреждений либо гибели? Какая это ответственность? Уголовная. То есть все знаете, все понимаете, но тем не менее. Возраст сколько ваш? 19. 19 полных лет? Сегодня 18 мая около 13:20 на улице Кирова в районе дома номер 17 19-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos при попытке выполнить маневр перестроения и опережения не справился с рулевым управлением и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП тяжелейшие травмы получила 19-летняя девушка, пассажир автомобиля Lanos, которая была госпитализирована в реанимационное отделение. Еще одна пассажир, также 19-летняя девушка, получила медицинскую помощь на месте, госпитализации не потребовалась. Необходимо отметить, что общий стаж вождения данного водителя составляет 6 месяцев. Водительское удостоверение им получено в октябре 2014 года. Если даже анализировать 2014 год, то в Удмуртской республике произошло рост количества дорожно-транспортных происшествий, совершенными водителями со стажем до 2 лет. То есть преждевременно наступает уверенность в своих собственных силах, преждевременно они переоценивают свои возможности, свои навыки управления автомобилем. Все это приводит, конечно же, к печальным последствиям.